Конференция открывается памятной лекцией о Валерии Мольском, заслуженном энергетике России. В тяжелые 90-е он работал главным инженером «Ингушэнерго» и во многом заложил основы современной энергосистемы республики. Сегодняшним студентам колледжа важно знать имена тех, чьим трудом создавалась отрасль. Разговор о энергетике – это прежде всего разговор о людях, об ответственности и о фундаменте и преемственности. Мы начинаем с корней, чтобы увереннее говорить о будущих победах. Основная часть – защита студенческих проектов в 3 секциях – нефть и газ, историко-культурное наследие и электротехника. Работы оценивают практики. К примеру, в жюри секции электротехники представитель филиала Россети Северный Кавказ «Ингушэнерго» Аслан Багаев. Студент колледжа Абубакар Костоев представляет доклад, посвященный электросистеме. Новый питающий центр ПЛИ его по мощности, самодеятельности и интеллектуальности в разы превосходит аналоги, действующие на территории республики. Все оборудование здесь отечественное, производство компактное, пожаробезопасное и, что очень важно, безвредно для окружающей среды. Это важнейшая часть нашей республики, связанная с электросетью, и поэтому я выбрал ее. Также работая сам в ПАО «Россеть Ингушэнерго», мне пришлось подготовиться к этому дню. А рядом свои проекты защищают студенты, которые выбрали направление нефть и газ. Магомед Цычоев представляет доклад, посвященный работе сварщика и востребованности этой профессии. Профессия сварщика стабильно входит в число самых дефицитных в России, по данным Минтруда и крупнейших HR-порталов. Этот дефицит объясняется несколькими факторами. Уходом на пенсию поколения опытных мастеров, ростом числа масштабных государственных и частных проектов. Я хотел добиться привлечения внимания к данной специальности, так как специальность сама по себе очень важна, имеет огромные доходы и реально хорошие перспективы для молодого поколения, но при этом не пользуется обширным вниманием, к сожалению. Потому что все сейчас уходят в программирование, IT, а такие вот базовые, скажем так, специальности, которые приносят реальный заработок и пользу нашей стране, забывают про них. А в гуманитарной секции первокурсница Мака Шадиева защищает проект, посвященный русскому предпринимателю-меценату, коллекционеру русского искусства Павлу Третьякову. Она рассказывает о роли Третьяковской галереи в культурной жизни страны. Павел Михайлович Третьяков родился в декабре 1832 года в Москве в купеческой семье. Семья была частью купеческого сословия Москвы, что обеспечило Павлу хорошее материальное положение и доступ к деловой жизни столицы. Получил домашнее образование. В молодости начал помогать в семейном торговом деле и постепенно включился в коммерческую деятельность. Я выбрала эту тему, потому что восхищаюсь Павлом Михайловичем Третьяковым, потому что он нес большой вклад в культурное развитие. Его коллекция легла в основу одной из крупнейших галерей мира. Это уже 13-я такая конференция. Ее главная цель – вывести знания за пределы учебников, позволить студентам, а сегодня их порядка 30, провести самостоятельную работу по изучению материала. Эти работы, которые отобраны, мы их аккумулируем и подготавливаем для того, чтобы выставить на федеральном уровне. То есть постараться внедрить эти работы. Ну, как правило, эффективность таких научно-практических конференций огромна. Нельзя переоценить то, что студенты в течение полугода занимаются подготовкой своих мероприятий, своих творческих работ, проводят эксперименты с педагогами, ищут источники информации, смотрят, есть ли что-то похожее в стране. Такие конференции дают возможность провести исследовательскую работу, где студенческие идеи проходят проверку профессионалами. Сегодня они защищают проекты в колледже, а уже, возможно, завтра будут внедрять свои разработки на практике. Мария Макиева, Абдулат Ангиев, Магаз 24.